нагайцев как бы непростое время, разные народы претендуют как на наследие, скажем так. Здесь собраны все версии эпоса, начиная с дореволюционных изданий, ну и заканчивая современными работами. Нагайский народ очень рад, что такой объем, что эти рукописи увидели свет наконец-таки. Немало книг из Турции, о нагайцах в Турции, из Казахстана есть книги. Есть книга, изданная в Грузии, например, тоже интересный нагайский фольклор. Ассаламу алейкум, айвол новеллар. Меня зовут Нуралиев Радмир. Сегодня я хотел бы вам презентовать свой проект, на реализацию которого ушло несколько лет. Это Ногайская национальная электронная библиотека. Одной из основных целей была доступность этих книг, пусть не в оригинале, но хотя бы в электронном формате. Рано или поздно все-таки книги эти продаются, но в дальнейшем, когда кто-то хочет приобрести ту или иную книгу, ее, получается, в продаже нет. Они оседают в частных коллекциях, часть книг остается в библиотеках. Второй важной целью мы видели сохранение нашего наследия на электронных носителях для будущих поколений нашего народа. Как уже говорилось, некоторые нагайские книги очень сложно найти, и наша электронная библиотека, она бы облегчила этот поиск. То есть кому-то, если понадобится та или иная книга для изучения, прочтения, либо написания какой-то своей научной работы, у него уже под рукой будет база собранных книг, собранных в наше время нами. То есть эта работа была именно на будущее. Проекту этому около 10 лет. Началось все с оцифровки первых книг, которые попадали мне в руки. Я их рассылал в виде записанных дисков, CD-дисков. На тот момент была своя эпоха. Рассылал Почту России, кому-то передавал через знакомых. Книг было немного. Вообще в сети можно было встретить доступными книгу Трипавлова «История Ногайской Орды», первое издание, пару книг Гаджиевой по этнографии нагайцев и книга Веселовского «Ахарми Нагая» была доступна. То есть такой небольшой достаточно перечень. В 2012 году мы открыли свою группу в Одноклассниках «Книги о нагайцах». Она называется. Посоветовавшись со своим другом Рамилем Шмухамбетовым, мы пришли к мнению, что такой площадки, как социальные сети, будет недостаточно, и поэтому появилась идея делать именно сайт для реализации всех наших идей, возможностей, планов. Хотел бы немного рассказать о структуре нашего сайта. Он состоит из разделов. Основной раздел — это книги о нагайцах, они разделены по жанрам для удобства. Есть также раздел статьи о нагайцах, книги о тюрках. Статьи о нагайцах он состоит из избранных статей. Я выкладывал статьи, самые интересные на мой взгляд, потому что статей вообще о нагайцах достаточно, но по своей тематике они каждая преследует свои какие-то научные цели. Мы выкладывали самые интересные. То же касается и книг о тюрках. Это очень большой массив и широкое понятие книги о тюрках. Мы выложили самые интересные, на наш взгляд. Ну и в дальнейшем в таком ключе и будет работать этот сайт. То есть цели нет выкладывать все подряд, что касается статей, либо книг о тюрках. Что касается книг о нагайцах, здесь как раз таки наоборот, нам интересно абсолютно все. Все, что приемлемо, все, что допустимо. И такие книги мы будем собирать, оцифровывать и выкладывать в дальнейшем. Лозунгом, цитатой нашего сайта мы выбрали народную поговорку. Она отражает как воинственный дух нагайцев, так и уровень ее грамотности, причем начиная со средних веков. Это мы можем проверить, проследить по нагайским посольским книгам, так как в переписке нагайских Мурсибиев с московскими князьями и царями мы можем видеть, что нагайские мурзы используют очень сложные речевые обороты, даже могут философствовать, что говорит о высоком уровне их грамотности.
выложена информация о первых нагайских просветителях. В какой-то степени считаю, что я продолжаю работу этих просветителей, пусть и в такой современной интерпретации в виде информационного сайта, электронного ресурса, так как цель нашего проекта – это именно просвещение. Считаю, что благодаря знаниям именно наш народ может иметь возможность возродиться, быть сильным духовно. Это очень важный момент для меня. Это, конечно, не все, о чем я могу рассказать вам сегодня. Книг на самом деле очень много, материалов много. Но, думаю, в последующем мы будем все эти материалы предоставлять, делать какие-то обзоры, рецензии на книги. Хотел бы со всеми теперь с вами попрощаться. Спасибо за внимание. Будем надеяться, что наш сайт будет полезным и вся эта работа была проделана не зря. Ассаламу алейкум.